Здравствуйте! Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. В современном мире вопросы планирования семьи и репродуктивного здоровья становятся все более актуальными. И порой за успешным зачатием ребенка стоит большая команда профессионалов. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением вспомогательных репродуктивных технологий Национального центра медицины Республиканской больницы номер 1 Михаила Ефимовича Николаева, кандидат медицинских наук Айталина Семеновна. Здравствуйте, Айталина Афанасьевна. Здравствуйте. Ну, наверное, начать программу стоит с ответа на вопрос, что же такое репродуктология и что ждать от этой отрасли медицины. Значит, репродуктивная медицина – это отрасль акушерства и гинекологии, да, то есть мы специалисты акушеры-гинекологи со специализацией репродукции, да, то есть мы занимаемся проблемами репродуктивной функции женщин и мужчин, ну, в большей степени, конечно, женщин, поскольку мы акушеры-гинекологи, и как раз-таки это проблемы бесплодия и привычного невынашивания беременности. Вот если поделить все-таки проблемы, связанные с мужчинами и женщинами, какова основная проблема половой дисфункции, когда невозможно зачать ребенка? Ну вот в данном случае мы говорим о структуре бесплодия, да, то есть если разделить отдельно женское бесплодие и мужское, то в структуре женского бесплодия преобладает трубноперитониальный фактор. Во всяком случае, в нашем регионе и в большинстве регионов тоже. Трубноперитониальный фактор – это как раз-таки про непроходимость маточных труб, которая возникает чаще всего в связи с перенесенными воспалительными заболеваниями, или же это отсутствие маточных труб после перенесенных операций по поводу внематочных беременностей или тоже, опять-таки, выраженных воспалительных процессов с образованием гидросальпинсов. Очень распространено такое заболевание, как эндометриоз. Если раньше эндометриоз встречался у женщин более старшего возраста, после 30-35 лет, да, то сейчас мы видим эндометриоидные кисты у молодых женщин, даже у подростков. Да, и это очень большая проблема, поскольку эндометриоз – это хроническое заболевание, плохо излечиваемое, и оно поражает органы малого таза, нарушает проходимость тоже маточных труб, образует грубый спаечный процесс, поражает яичники, таким образом повреждает и овариальный резерв, и ухудшается качество яйцеклеток. Также распространено эндокринное бесплодие. Да? Если, например, в европейской части России эндокринное бесплодие это больше связано с синдромом поликистозных яичников, да? Это когда у женщин нерегулярный менструальный цикл и нет овуляции, да? И нужно просто простимулировать, вызвать эту овуляцию, то в нашем регионе мы отмечаем большое количество женщин с низким овариальным резервом. Да? Овариальный резерв – это количество фолликулов, содержащих яйцеклетки. Да? И с возрастом у женщины, да, происходит снижение овариального резерва, это нормальное состояние, и в конце концов наступает менопауза. Да? Но мы отмечаем, что у женщин молодого репродуктивного возраста достаточно часто встречается вот это более раннее снижение, угасание функции яичников. Чем оно обусловлено у женщин, у которых не было операций, да, не было каких-то тяжелых гинекологических заболеваний, сложно сказать. Бывает такой семейный характер, да, вот у мамы рано менопауза началась, там у старшей сестры тоже уже какие-то проблемы начались, да. А бывает, что мы вообще не находим в принципе причину такого раннего угасания яичников, но, может быть, это какой-то полиморфизм генов, да, ну, какая-то мутация генов, которая отвечает за овариальный резерв. И вот мы с генетиками, да, нашей республики вообще мечтаем найти, поискать, да, вот такой ген, если он есть действительно у женщин среди якутской популяции, это было бы очень хорошо найти его и профилактировать вот это раннее угасание функции яичников. Но это вот основные причины, касающиеся женщин, да. Если говорить о мужском бесплодии, то классификация там идет по качеству спермы, спермограммы, то есть это олигоастенозооспермия, когда и количество, и качество может быть снижено, да. Это азооспермия, это когда нет сперматозоидов вообще в эякуляте. Ну и такое более редкое состояние – это аспермия, когда в принципе эякулята нет, да. И вот эти состояния разные, они бывают при
различных заболеваниях. Да. Опять-таки, это воспалительные заболевания, да, простатит, уретрит перенесенные. Это варикоцели, варикоз сосудов мошонки, за счет чего поднимается температура, да, и нарушается сперматогенез. Это так называемые современные заболевания, заболевания 21 века, связанные с нашей гиподинамией, неправильным образом жизни, да, питанием. Это сахарный диабет, это ожирение, которое приводит к метаболическим нарушениям. И вот эта мышечная ткань у мужчин, она замещается жировой тканью, уменьшается синтез тестостерона, который влияет непосредственно на сперматогенез. Да? И вот поэтому мы много видим современных мужчин, молодых, да, с вот такими метаболическими нарушениями и с ухудшением качества сперматозоидов, да, или подвижности, или концентрации. Ну, это вот тоже основные причины. И крипторхизм, например, да, такое заболевание, когда яички не спущены в мошонку, да, и, сейчас, слава богу, это очень редко встречается, но к нам приходят еще мужчины, рожденные в 80-х, 90-х годах, когда не проводилась вовремя операция, да, по низведению яичек в мошонку, и в более позднем возрасте уже приводила к нарушению сперматогенеза тоже. Ну вот вы как раз немножко затронули причины, да, и так по диагностике прошлись, там, спермограмму надо сдавать. Ну а если вот общий спектр той диагностики, которую проходят мужчины и женщины для того, чтобы определить причину бесплодия, вот какой спектр? Ну, вообще, надо сделать 4 основных исследования, чтобы понять причину бесплодия. Да? Вот когда к нам обращается пара, первое, что мы должны сделать, это исследовать спермограмму. Я специально ставлю исследование спермограммы на первое место, потому что бесплодие — это не проблема женщины, да, это проблема пары, которая к нам обратилась. И иногда к нам приходят женщины, которые прошли уже всякие разные исследования, вплоть до оперативных вмешательств, да, а при этом половой партнер ни разу не сдал спермограмму. Да. Это в корне неправильно, и поэтому во всех клинических рекомендациях, да, и в наших, и в зарубежных прописано, что начинают исследования с исследования мужчины. Да? То есть это простой метод исследования, да, сдать сперму и посмотреть, нет ли там какой-то патологии. Да? Это первое. Второе, это уже касаемо женщин, смотрят гормональный статус женщины. Да? По гормонам можно посмотреть очень много. Да? Например, уровень тиреотропного гормона очень завышен. За счет чего? За счет того, что щитовидная железа плохо работает. Икутия эндемична по гипотиреозу, да, и у нас гипотиреоз очень часто встречается. И нам стоит только поправить функцию щитовидной железы, да, с эндокринологами, и беременность может самостоятельно наступить. Да. Пролактин смотрим. Гиперпролактинемия тоже часто встречающаяся патология. Пролактин — это гормон, который вырабатывается во время беременности, во время лактации, но есть патологические состояния, когда этого пролактина много и вне этих состояний, и подавляет овуляцию. Тоже корректируется и тоже достигается беременность. Да. По гормонам мы смотрим прогестерон во вторую фазу и определяем, есть ли овуляция, да, конкретно в этом цикле. И можно посмотреть вообще 3 раза, да, и посмотреть, что да, эти циклы овуляторные, да, прогестерон хороший. И еще один важный гормон, я про него, наверное, буду не раз уже еще говорить, да, это АМГ, антимюллеровый гормон. Многие женщины уже знают об этом гормоне. Это гормон, который как раз-таки определяет овариальный резерв. Да вот на данный период времени какой резерв у женщины в яичниках, да, сколько яйцеклеток осталось, именно количественно. И вот по уровню АМГ мы можем посмотреть, вот, насколько овариальный резерв выражен. Если он низкий, то цифры будут низкие, если он высокий, то цифры будут высокие, соответственно. Да? Это второе, то, что мы посмотрели, значит, спермограмма, гормоны. Третье, мы должны проверить проходимость маточных труб, да, гистеросальпингография или эхогистеросальпингоскопия, то есть это рентген исследования, это старые дедовские такие методы исследования, которые использовались всегда, и они очень информативны. Такая умеренно болезненная, но очень информативная процедура. Вводится контрастное вещество и делаются рентген-снимки или ультразвуковое исследование, да, и там мы можем посмотреть проходимость маточных труб. Да? И четвертое, это, конечно, ультразвуковое исследование, где мы смотрим состояние матки, состояние яичников, опять-таки подсчитываем фолликулы,
да, то есть смотрим, какой авариальный резерв у женщин, да, путем подсчета антральных фолликулов, и смотрим состояние эндометрия, да, готов ли эндометрий, вот, который выстилает полость матки, принять этот эмбрион, нет ли там патологии, да, нет ли патологии мышцы матки, да, миомы, эндометриозы, про которые я тоже говорила. И вот эти 4 основных исследования, которые мы проведем, уже в 80% случаев дадут нам ответ на вопрос, почему не наступает беременность. Там в 5% случаев надо будет углубиться, посмотреть кариотип или еще что-то, да, и мы еще какие-то причины можем найти. Ну и есть такое понятие, как идиопатическое бесплодие, да, это 10-15% встречаются таких неизвестных, да, то есть мы не можем выяснить причину. Все хорошо, сперма хорошая, трубы проходимы, овуляция есть, эндометрий нормальный, но беременность не наступает. Это идиопатическое бесплодие, такие формы тоже встречаются. Бывают же формы бесплодия, при которых невозможно откоррегировать состояние. Как часто они выявляются? Ну, вообще на сегодняшний день репродуктивная технологии, да, репродуктивные технологии, они лечат любые формы бесплодия. Конечно, крайне тяжелые формы, когда мы не можем, например, получить сперматозоиды, да, хирургическим путем, никаким образом, ну да, тогда это уже некоррегируемое бесплодие. Но вот такие факторы, как, например, отсутствие матки, да, то есть это использование программы суррогатного материнства, да, отсутствие яичников, программы донорства ацитов, да, то есть вот такие методы мы можем корректировать. Да? В том же случае, когда нет сперматозоидов, мы тоже можем использовать донорскую программу. А вот как подготовиться паре к сдаче всех анализов для того, чтобы вот пройти полное обследование, о котором вы сказали выше? Ну, если, начнем с мужчин, да, опять-таки, чтобы сдать спермограмму, нужна подготовка, потому что часто встречается, что мужчины не подготовились, пришли, сдали, потом приходит очень плохой результат, стресс для пары, да, особенно для мужчины, потом он все-таки понимает важность этой подготовки, готовится, пересдает, и там, в принципе, нормально, да, фертильная сперма. Поэтому надо сразу подготовиться хорошо. Во-первых, это воздержание. Оптимальное воздержание – это 3-5 дней. А обязательно надо исключить все воздействия температуры, да, то есть это бани, сауны, горячие ванны. Если как-то работа связана с высокими температурами, тоже это надо исключить где-то за 7-10 дней. Исключить алкоголь, да, прием алкоголя. Просим сократить курение, если мужчина, такой злостный курильщик. В общем-то, это основные факторы, да, не стрессовать, это не должно быть с ночного дежурства какого-то тяжелого, да. В общем-то, такие простые вещи, которые, подготовят мужчину к нормальному обследованию. Если говорить о женщинах, то у женщин немножко сложнее, потому что все завязано на менструальном цикле. Мы не можем прийти и в один день сдать все, да, все гормоны там, да. У нас все привязано к дням менструального цикла. Часть гормонов сдается на 2-3 день цикла, часть гормонов сдается на 20-23 день цикла, то есть за 5 дней до предполагаемой менструации. И какие-то гормоны можно сдать в любой день цикла. Ультразвуковое исследование малого таза тоже желательно делать после менструации. Гистеросальпингографию тоже желательно делать после менструации. Да? Тоже ультразвуковое исследование молочных желез. Да? То есть вот привязка к менструальному циклу есть, и иногда обследование занимает несколько месяцев. Но, в принципе, пациентам все это объясняется, и все это сдается как положено. Какие шаги следует предпринять после того, как диагноз выставлен? Бесплодие. Надо просто в данном случае, да, вспомнить, не вспомнить, это для меня, да, значит, понять, что такое определение бесплодия. Бесплодие – это отсутствие беременности при регулярной половой жизни. Регулярная половая жизнь – это не менее 2 раз в неделю. Потому что к нам действительно обращаются пары, которые, в принципе, не живут половой жизнью по разным причинам. Да? Естественно, как может наступить беременность. Значит, отсутствие беременности при регулярной половой жизни без применения контрацепции, что тоже очень важно. Да?
потому что некоторые действительно предохраняются разными методами. Ну, например, прерванный половой акт и считают, что это, ну, это нормально. Да? Почему-то контрацепция считается это только прием гормональных препаратов. Нет. Использование различных спермицидов, прерванный половой акт, это, конечно, тоже контрацепция. Конечно, там очень низкий индекс Перля, да, ну, защитные механизмы, но, тем не менее, это тоже контрацепция. Да? Значит, получается, регулярная половая жизнь, отсутствие контрацепции, и срок – это год у женщин моложе 35 лет. То есть, если беременность в течение этого времени, 12 месяцев, не наступила, у женщины моложе 35 лет, это бесплодие. Если женщина 35 лет и старше, то лечение и диагностика может начаться раньше, не 12 месяцев, а 6 месяцев, полгода. И вот в тех случаях, когда, ну, пара не предохраняется, регулярно живет половой жизнью, и беременность не наступает, да, в течение вот определенного времени, да, соответственно возрасту, она должна обратиться к женщине, к гинекологу. Есть ну, нормативно-правовые акты, да, во всех женских консультациях знают, что в этих случаях делать, проводится определенное обследование, и такая пациентка направляется уже в специализированное отделение, то есть это к нам в отделение вспомогательных репродуктивных технологий. И там уже на приеме, если есть необходимость, репродуктологи дообследуют, выставляют диагноз и уже назначают лечение. Ну, а лечение уже, конечно, зависит от того, какая была причина, вызвавшая бесплодие. Вы немножко затронули возраст, да, вот 35 лет. А вообще есть ли какие-то возрастные ограничения для лечения? А в Российской Федерации юридических ограничений по возрасту у нас нет. У нас есть ограничения по вариабельному резерву, про который я вот говорила, да, это вот как раз-таки определяется. Физиологическое, возможно, какое-то ограничение. По возрасту нет. Да. То есть теоретически, да, можно, к нам обращаются женщины старшего репродуктивного возраста, да, уже находящиеся в менопаузе, но тем не менее какие-то методы лечения мы можем оказать в таких случаях. Ну вот если вот теперь затронуть непосредственно тему экстракорпорального оплодотворения, тему ЭКО, которая уже на протяжении лет 15-20 активно используется для того, чтобы помочь парам, чтобы появился ребенок. Какая технология у нас здесь применяется в Якутии? Как часто сейчас стали обращаться и что для этого нужно? Ну вот как вы уже заметили, что ЭКО — это уже такая процедура, вошедшая в обычную практику репродуктологов. С 2013 года в Российской Федерации эту программу можно провести за счет средств обязательного медицинского страхования. Да? И вот как раз-таки вот это послужило толчком развития ЭКО во всей стране в целом, да, ну и в частности в нашей республике. ЭКО делали и до этого у нас в Якутске, но это были единичные случаи, потому что это было дорого. Ну, понятно, что когда единичные случаи, это и малоэффективно, да, но вот именно вот эта программа, она привела к тому, что ЭКО начала развиваться очень быстро, и сейчас, на сегодняшний день в нашем отделении проводится, ну, в этом году 350 программ запланировано на 2025 год. Все программы вспомогательных репродуктивных технологий проводятся в нашем отделении. Что это? Это, ну, вот это обычная программа ЭКО, это программа ЭКО-ИКСИ. ИКСИ используется при тяжелых формах мужского бесплодия. Это когда эмбриолог под большим увеличением микроскопа проводит инъекцию сперматозоида прямо в цитоплазму яйцеклетки. Да, это та самая картинка из интернета, которая более известна, да, вот людям, которые смотрят про ЭКО, да, вот она сразу появляется. То есть эти сперматозоиды были получены, скорее всего, хирургическим путем, да, методом биопсии, открытые или закрытые, да, и вот эмбриолог вот эти единичные сперматозоиды инъецировал в каждую там яйцеклетку, да, ну, один сперматозоид на одну яйцеклетку. Значит, у нас проводятся программы донорства, да, то есть это может быть донорский биоматериал, как сперма, так и яйцеклетки, используются в тех случаях, когда по какой-то причине своего биологического материала нет. Это программы суррогатного материнства, да, то есть тоже проводятся в нашем отделении. И хочу отметить отдельно, да, есть такая программа отложенного материнства.
Отложенное материнство используется в тех случаях, когда женщина не имеет полового партнера или не планирует беременность, имея даже полового партнера, но по какой-то причине они сейчас вот конкретно не планируют беременность, но понимает, что качество яйцеклеток, которое очень сильно зависит от возраста, да, будет ухудшаться. И она может подойти и заморозить вот яйцеклетки и хранить в банке биологического материала. Да, то есть так долго, как, вот сколько ей нужно. Да, то есть с ними ничего не случается, этот материал хорошо хранится. Просто это для информации, что да, в Якутске такие программы делаются, и они, может быть, это не очень хорошо, но они стали очень популярны, да, на самом деле. Репродуктологи не очень любят работать. Я про что хочу сказать, что качество, эффективность ЭКО зависит, конечно, в первую очередь от качества яйцеклеток. Да? Качество яйцеклеток зависит от возраста женщины. Чем моложе женщина, тем выше эффективность ЭКО. Чем старше женщина, тем эффективность снижается, да? И в этих случаях иногда может потребоваться не одна программа ЭКО. А есть какие-то альтернативы вот ЭКО? Одну вы сказали, можно заморозить отсрочно, но все равно это будет ЭКО. Да. Суррогатное материнство, но разрешено ли оно у нас в стране? В России, да, оно разрешено. Не разрешено иностранцам, и в некоторых ситуациях, а так это официально разрешенная программа. Но это не альтернатива, это тоже ЭКО. Альтернативы быть не может, если, например, абсолютное трубное бесплодие. Какая может быть альтернатива, да, если труб нет? Это может быть лечение, если, допустим, в принципе, трубно-перитониальный фактор. Из чего складывается тактика лечения? Да? Как я уже сказала, в первую очередь от возраста, от причины, от возраста и от состояния авариального резерва. Если женщина, например, старшего репродуктивного возраста, старший репродуктивный возраст — это 36 лет и старше, да, и у нее трубно-перитониальный фактор, но в принципе женщина говорит: я не хочу ЭКО, и мы можем предложить: давайте тогда сделаем лапароскопическую операцию. Хотя на самом деле уже в этой ситуации мы должны предложить экстракорпоральное оплодотворение. Да? Но да, можно сделать лапароскопическую операцию, посмотреть, попытаться восстановить проходимость маточных труб, дать какое-то время на самостоятельную беременность, и если нет, не получается, то тогда уже точно ЭКО. Либо это гормональная коррекция. Просто, понимаете, при сниженном авариальном резерве длительное лечение, оно уже не показано. Да? Мы должны сразу переходить на более эффективные методы лечения, а это как раз-таки экстракорпоральное оплодотворение. Вы сказали, что у нас 2013 года по ОМС можно сделать, да? Но если есть желание у кого-то платно пройти, насколько это дорогостоящая процедура? Платно, да, тоже можно пройти. Стоимость этой процедуры стоит где-то 200-250 тысяч. Это про наше отделение, я говорю. Да? В других больницах там, наверное, другие цены. И что входит в эту стоимость? Работа, да, то есть это стимуляция овуляции, это операция по забору яйцеклеток, да, это эмбриологический этап, то есть культивирование эмбрионов, это перенос эмбрионов и лекарственные препараты. Где-то в общей сумме это примерно так будет составлять. Какие советы, возможно, вы можете дать как мужчинам, так и женщинам по сохранению репродуктивного здоровья? Как раз вы сказали о воспалительных процессах, которые приводят. Да, это, конечно же, профилактика заболеваний, передающихся половым путем. То есть это не раннее начало половой жизни, да, это использование механических методов защиты. Это, конечно же, правильный образ жизни, режим дня, потому что доказано, что у женщин, которые имеют ночной образ, ночные дежурства, например, да, или просто сама по себе, да, поздно ложится спать, да, и потом поздно встает, да, это приводит к нарушению именно цирхорального ритма гипоталамо-гипофизарной яичниковой системы, да, и очень сильно влияет на количество и качество яйцеклеток. Это правильность питания. Наш углеводистый тип питания привел к тому, что у нас действительно эти метаболические нарушения, они очень часто встречаются как у мужчин, так и у женщин, и это приводит к более раннему гипогонадизму, то есть снижению функций как яичников, так и яичек у мужчин. Да? И вредные привычки, алкоголь,
интоксикация, да, это никотин, это тоже сильная интоксикация. И мы видим, когда мужчины, например, отказываются, да, от курения, ну, как изменяется качество спермограммы, да. Ну, занятия, умеренные занятия физическим спортом, это очень важно, да, особенно для мужчин. Я уже говорила, что жировая ткань, которая замещает мышечную ткань, приводит к снижению выработки тестостерона, да, своего собственного тестостерона. Тестостерон есть не только у мужчин, он есть и у женщин, и у женщин это то же самое происходит. И снижается тоже качество яиц, и сперматозоидов, да, и яйцеклеток. Ну, это вот основные моменты. Ну и, конечно же, про что репродуктологи очень часто любят говорить, что своевременная реализация репродуктивной функции, конечно, это очень важный момент, потому что иногда у нас на приемах так и говорят женщины: если бы мне объяснили, что после 35 лет это будет очень поздно, я бы, конечно, так долго бы не ждала бы, да, потому что самый оптимальный возраст для деторождения, для зачатия, это для женщины, да, это от 20 до 35 лет, потому что яйцеклетки, они, закладка их произошла во внутриутробном периоде у девочки, да, и как только начался пубертат, вот началась первая менструация, эти яйцеклетки начинают уходить, ну, в работу уходят и погибают, да, атрезия там происходит, апоптоз этих клеток, да, и в конце концов к 40 годам их количество очень низкое, да, из 45 лет уже начинается менопауза, это нормальный возраст менопаузы. Но самое главное еще, что не только количественные изменения, но еще и качественные. А вот качественные изменения уже начинаются с 35 лет, то есть в сторону ухудшений. И к 40 годам получить здоровую яйцеклетку становится крайне сложно. У мужчин есть такой бонус от природы, да, то есть есть сперматогенез, каждые 3 месяца появляются новые сперматозоиды, и в принципе такой относительно здоровый мужчина может стать отцом и в более старшем возрасте, и мы знаем такие примеры, они часто встречаются там и в 60, и в 70 лет, да. Но, конечно, возрастное влияние тоже есть, но, тем не менее, репродуктивная система женщины, она крайне отличительна от репродуктивной системы мужчин. Вот, а что касается психологических и эмоциональных сложностей, которые у пар встречаются, которые планируют беременность? Ну, нужно конечно же, да. Да, при бесплодии всегда, практически всегда есть психологические изменения, да, нарушения. Это разные чувства, которые посещают и женщин, и мужчин. И вот ВОЗ доказала, что бесплодие – это заболевание, которое имеет побочный эффект – это депрессия. То есть это вот уже выдержка из 2024 года, да, то есть депрессия достаточно часто встречается, и поэтому обязательно рекомендуется консультация и психолога, ну, возможно, там психотерапевта. В нашем центре есть перинатальный психолог, мы отправляем на консультацию, но не все пациенты этого хотят, конечно, да, многие, ну, такой менталитет у нас пока, да, в России, что редко обращаются люди и к психологической помощи, которая на самом деле очень важна. Особенно если там были, да, неудачные попытки ЭКО. Вот как раз, да, вот я и про неудачные попытки хотел спросить. Вот попытка была неудачной. Стоит ли еще раз, второй, третий раз пробовать? Потому что эффективность ЭКО, на самом деле, это же тоже не стопроцентная гарантия, да? Эффективность ЭКО в среднем составляет 35%. То есть это не так много на самом деле, да? И очень часто приходится проводить и вторую, и третью программу ЭКО. Не всегда это опять повторная программа ЭКО, да? Вот, например, остались эмбрионы замороженные от первой программы, и вот потом уже проводится перенос вот этих размороженных эмбрионов, которые, кстати, имеют большую эффективность, чем свежая программа ЭКО. Но делать, да, надо, ну, то есть не останавливаться на том, что вот у меня один раз не получилось, и как бы больше уже нет смысла делать. Такого не должно быть, конечно же. Ну, вот если по опыту нашей республики, то есть 350 случаев, да? В этом году запланировано. Вот за год да. в среднем проходит. Вот получается где-то 100 с лишним пар, у них все получается. Да. 200 они приходят, возможно, на повторную программу. Да. А вот то, что планы там двойню сразу, тройню хотят. Законодательно запрещено. То есть
перенос одного эмбриона разрешен, а перенос 2 эмбрионов только в некоторых ситуациях. Это когда уже это не первая программа ЭКО, качество эмбрионов рассматривается, да, обязательно отсутствие патологии матки, да, то есть не было никаких оперативных вмешательств и так далее. Ну, то есть на сегодняшний день это перенос одного эмбриона. Это правильно, потому что двойня — это все-таки больше патологическое состояние, да, но, понимаете, вот эти 2 эмбриона, которые мы можем положить, да, они же могут разделиться, и это будет уже не двойня, а тройня, да, или четверня, это, конечно же, не очень. Для женщины это очень тяжело, конечно. А вот что касается пар, которые просто планируют беременность, вот какой бы вы им совет могли дать? Ну, вообще планировать беременность надо начинать заранее, да, за полгода, ну, хотя бы за 3 месяца. Что делают? Ну, обычно женщины приходят к гинекологу. Мне очень нравится, да, молодежь современная, они такие сознательные, они приходят, обследуются, проводят какой-то чекап, да, который нужен. И что туда входит в этот чекап? Ну, гормональное обследование. Мы смотрим, вот как я уже говорила, гормоны щитовидной железы, да, можем посмотреть наши гормоны. Ну, в основном это щитовидная железа, которая очень сильно влияет на развитие щитовидной железы у эмбриона. Обязательно назначается прием фолиевой кислоты. Да? Фолиевая кислота профилактирует невынашивание беременности и профилактирует различные заболевания у эмбриона, да, у плода. Также назначаем препараты йода, поскольку я говорила, что гипотиреоз очень распространен. В принципе, в Российской Федерации, в нашей республике очень много гипотиреоза. Я бы порекомендовала посмотреть ферритин. Ферритин — это депо железа в нашем организме. Да? На самом деле, вот в 21 веке я считаю, что мы должны не лечить анемию, да? Мы ее не должны видеть вообще, анемию. Анемия — это тяжелое заболевание. Почему-то людьми считается, что это, ну, господи, анемия, да, там, поем мясо, да, мясом это не лечится, это заболевание, которое лечится препаратами железа, да. А надо смотреть ферритин, когда, то есть, общий анализ крови еще хороший, гемоглобин высокий, все нормально, но ферритин уже начал снижаться, да, то есть депо железа, запасы железа в нашем организме уменьшаются, а когда наступит беременность, это железо уже все уйдет, и уже точно начнется анемия, да, то есть мы должны пополнить запасы железа, ну, по назначению врача, естественно, да, за 3 месяца до планирования беременности. Ну, вот такие основные моменты. Это, да, правильность питания, это режим дня, это отказ от вредных привычек. Это, конечно же, обязательно. Хочу поблагодарить, Талия Афанасьевна, что вы сегодня к нам подошли. Спасибо. Четко на все вопросы подробно, детально ответили. Я надеюсь, что нашим телезрителям будет интересно посмотреть выпуск программы, потому что мы обсуждали вопросы репродуктивных технологий, что такое экстракорпоральное оплодотворение, как на него попасть, как вообще определяется бесплодие и что с этим делать дальше. Поэтому оставайтесь всегда вместе с нами. Наш выпуск всегда можно найти в социальных сетях. Также есть повторы на канале Якутия-24. На этом программа и наш выпуск подошел к концу. Хочется пожелать всем здоровья и хорошего настроения. Вы смотрели программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами был Иван Луцкан. Всего вам хорошего. До свидания.